Доброе утро, Якутия. Доброе утро, дорогие телезрители. На календаре сегодня 24 мая, и сегодня, как и всю эту неделю, вместе с вами я, Руслан Ачиров, и наша команда «Утро Якутии». Мы заряжаем вас на утренний позитив и бодрость. И вот что мы сегодня вам покажем в нашем выпуске. В столице региона стартовали мероприятия, посвященные ко Дню библиотек. А сегодня в нашей стране отмечают День письменности и культуры. Мы узнаем, какую лепту вносят в это дело библиотеки республики и страны. Наступает лето, и все чаще мы стараемся проводить время на свежем воздухе. В нашей рубрике «Мой доктор» мы расскажем, как организовать свой пикник на природе без вреда здоровью. Также лето не лучшая пора для аллергиков, и сегодня в нашем выпуске мы расскажем о знаменитостях, которые страдают этим недугом, несмотря на свою звездность и славу. А также в рубрике «Полезные советы» узнаем, как защитить себя от аллергии. Тему медицины мы продолжим с нашим гостем в студии. Он расскажет нам о декаде борьбы с гипертонией. Также сегодня разыграем билет на музейную выставку в нашем телеграм-канале. Поэтому оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на телеграм-канал «Утро Якутии». Именно там мы сделаем розыгрыш вот этих вот билетов. Ну а сейчас, я думаю, самое время узнать, какая погода за окном. По данным Управления гидрометцентра, в центральных районах республики температура воздуха -2, +4, в заречной группе районов от +1 до +5, в южных +1, +3 градуса, в Вилюйской группе районов от 1 до 6 градусов выше нуля, в Нижнеленских +4, в западных от 0 до +5, в Колымо-Идигирской группе улусов от -1 до +12, в Янских -8, +2, на северо-западе от -9 до +1. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляла +1 градус. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем без осадков, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха +12 до +14 градусов. Очень приятно зачитывать прогноз погоды. С каждым днем он становится все теплее и теплее. И я думаю, что это хороший повод поднять себе настроение сегодня утром. Ну а сейчас давайте мы также узнаем, какие праздники помимо Дня письменности и культуры отмечаются на календаре. Вашему вниманию мы представляем нашу традиционную рубрику «Даты и события». 24 мая – День славянской письменности и культуры или День святых Мефодия и Кирилла. Сегодня День кадровика в России. Этот профессиональный праздник еще не получил статуса официального. 24 мая – Европейский день парков и День братьев. По народному календарю, если 24 мая дождливо или туманно, то и лето будет сырым. Если восход солнца багровый, то лето будет с грозами и пожарами. 24 мая 1844 года телеграфом Морзе отправили первую телеграмму из Вашингтона в Балтимор. 24 мая 1928 года экспедиция Умберто Нобеля на дирижабле достигла Северного полюса. Экипаж стартовал из бухты Кингс-Бэй на архипелаге Шпицберген. В 1956 году в этот день прошел первый конкурс песни «Евровидение». 24 мая 2003 года в Москве на Красной площади дал концерт Пол Маккартни. Это было первое выступление музыканта в России за его 40-летнюю карьеру. 24 мая 1743 года родился Жан-Поль Марат, французский революционер, лидер якобинцев. В этот же день в 1819 году на свет появилась Виктория, королева Великобритании. В 1830 году 24 мая родился Алексей Саврасов, русский художник-пейзажист, передвижник. 24 мая 1905 года родился Михаил Шолохов, советский писатель, нобелевский лауреат. В 1940 году в этот день на свет появился Иосиф Бродский, русский и американский поэт, драматург, переводчик, нобелевский лауреат. 24 мая 1941 года родился Боб Дилан, американский автор-исполнитель песен, актер, художник, нобелевский лауреат.
Именины в этот день празднуют Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил и Ростислав. Как уже было сказано, ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. Связан этот праздник с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, славянских просветителей, создателей славянской азбуки, проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. Именно они, болгарские просветители Кирилл и Мефодий, создали первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся по сей день. И поэтому значимость старых печатных изданий сегодня невозможно недооценить. Так, именно благодаря им мы узнаем нашу историю и исторические факты. А сегодня хранением таких изданий занимаются как раз библиотеки страны. Но в этот знаменательный день сейчас мы находимся в книгохранилище Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Рядом со мной здесь стоит Айталина, это сотрудник библиотеки, и мы узнаем, в каких условиях здесь хранятся исторические печатные издания. Давайте пройдем и поговорим. Ну, расскажите на сегодня, сколько вообще исторических архивных материалов хранятся в библиотеке? Вы сейчас находитесь в книгохранилище научно-исследовательского центра книжных памятников. Значительную часть фонда составляют книги на русском языке. В основном в фонде находятся книги до 1917 года издания. Отдельно выделена под коллекцией изданий до 1830 года. Она находится на этих полках. Большинство изданий у нас находится в микроклиматических контейнерах из бескислотного картона. Они изготовлены в Центре сохранности библиотечных фондов, который курирует работу по сохранности библиотечных фондов по всей Якутии. А руками трогать эти издания нельзя, потому что в целях сохранности мы работаем с ними только в перчатках и только под непосредственным наблюдением сотрудника Центра книжных памятников. Ну вот я смотрю здесь, вот книги здесь вот такие абсолютно старые. Это картонный переплет или это что? Это книги до 1830 года. В основном книги тут, как видите, в кожаных переплетах. Вы видите тут золотое тиснение, аппликации на корешке. В целях сохранности книг в книгохранилище поддерживается температурно-влажностный режим, чтобы они дальше не повреждались. Далее мы вам расскажем об уникальной книге, которая находится в Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия. Это издание под названием «Русские рукописные книги. Кирилловские печати города Якутска». Уникальность этой книги заключается в том, что здесь указаны все печатные издания, которые выходили на территории города Якутска. Своего рода книга-каталог. И с помощью этой книги можно узнать, какие печатные продукты, книги выходили на территории города Якутска в разное историческое время. Одна из таких книг это древняя церковная книга для проведения церковных служб. Церковная книга, тут описываются церковные сюжеты жития святых. И сегодня, благодаря современным технологиям, часть таких печатных изданий удалось сохранить в электронном формате. И поэтому каждый посетитель библиотеки при желании может прикоснуться к истории и узнать различные исторические факты. Дмитрий Тымыров, Виктор Дичковский, Якутск. Каждую неделю по средам к нам приходят гости, сотрудники, специалисты МФЦ, Центра «Мои документы». И сегодня тот день, когда такой гость у нас в студии. В Якутии с 2019 года социальный контракт заключили порядка 20 тысяч малоимущих семей. Одним из ключевых инструментов в области поддержки трудового потенциала семьи, содействия занятости и повышения доходов семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, является государственная социальная помощь на основании социального контракта. Данная мера господдержки реализуется в рамках национального проекта «Демография». Кто может подать заявку на социальный контракт и на какие цели его применить сегодня, мы, соответственно, традиционно поговорим со специалистом офиса «Мои документы». В гостях у нас аналитик Центра «Мои документы» Иванна Корякина. Иванна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что такое социальный контракт? Социальный контракт – это соглашение между органами социальной защиты населения и гражданами.
По социальному контракту органы обязуются оказать гражданам государственную социальную помощь, в том числе социальные услуги, денежные выплаты и приобретение товаров. Мгм. Кто может воспользоваться данной услугой? Малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Заявление можно подать в МФЦ по месту фактического проживания. Какие направления содержит социальный контракт? Их всего 6. Первое – это поиск работы. Далее осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства. Это еще четвертое – преодоление трудной жизненной ситуации, да, в рамках рекомендованных специальных пакетов, реализация специальной программы на 2023 год для семей с детьми. Вот здесь вот я хотела бы уточнить то, что главное условие является именно, то есть семья должна быть получателем единого пособия в 100% объеме и все равно иметь доход ниже прожиточного минимума. И крайне последнее – это реализация также специальной программы для инвалидов трудоспособного возраста, которые прошли обучение либо трудовую реабилитацию. Что касается направления преодоления трудной жизненной ситуации, какие входят туда социальные пакеты? Чуть вкратце тоже расскажу, да, об этом пакете, в смысле, об этом направлении. Реализация вообще по данному мероприятию – это главное выявление трудной жизненной ситуации семьи, да, именно определение потенциала семьи по ее преодолению вообще вот трудной ситуации, также восстановление трудовых функций членов семьи посредством оказания содействия семье в занятости, самозанятости, иных активных действий. Мероприятие реализуется при обязательном социальном сопровождении органов. Также период сопровождения, конечно, устанавливается в рамках тех же рекомендованных социальных пакетов. Их тоже 6. Первое, это, тоже вкратце расскажу, точка опоры. Это для лиц подходит, которые оказались в трудном социальном положении. Далее кочевая семья, для семей, которые проживают в условиях Крайнего Севера и это находится в реестре, да, кочевых семей. Далее это забота, социальный навигатор. И пятое – это рука помощи и последний – верный шаг. Ивана, мы должны прерваться на новости, друзья, скоро вернемся к вам. Доброе утро, Якутия. Сейчас новостной блок. 27 мая в 6 утра 14 минут по местному времени с космодрома «Восточный» запустят ракету-носитель «Союз-2.1А». Районами падения отделяемых частей ракеты названы Алданский, Вилюйский, Верхневилюйский и Алекминский районы. Так, в Вилюйском районе в целях организации подготовительных мероприятий по обеспечению безопасности при запуске космического аппарата были сформированы жители сел Кюбейндей и Кюликянь, оповещены охотники и рыболовы. Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности и воздержаться от посещения данной территории в указанное время. Цель приезда нашей группы в Вилюйский улус в настоящее время является завершение работ по поиску и эвакуации фрагментов отделяющих частей ракет-носителей пуска, который состоялся в октябре прошлого года, и подготовка к пуску, к обеспечению безопасности в районе падения на территории Вилюйского, Верхневилюйского и Жиганского районов, который состоится 27 мая. Якутия готова к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования. В республике организовано 223 пункта проведения экзаменов для проведения ЕГЭ и 314 для ОГЭ. На сдачу единого госэкзамена заявлено 8157 человек. 7500 из них – это выпускники школ. Доля аудитории с видеонаблюдением в режиме онлайн составляет 66,9% от общего количества аудиторий. Количество сдающих основной госэкзамен составляет 14 108 человек. Во всех пунктах проведения экзаменов, в том числе расположенных в труднодоступных отдаленных местностях, применяется единая технология. Создаются одинаковые условия с соблюдением требований и рекомендаций Рособорнадзора и Роспотребнадзора. Специальное обучение и аккредитацию прошли представители общественного наблюдения за процедурой проведения госэкзаменов.
Больших препятствий мы не видим. Обычно мы ежегодно готовимся к природным катаклизмам. Может быть, это наводнение, большие ветры бывают, пожары. Мы подготовили к пункту проведения запасные. Межведомственная комиссия очень дружно, всегда слаженно работает, поэтому команда Республики Саха-Якутия готова. В Амгинском районе продолжается подготовка к 15-й спартакиаде по адаптивным видам спорта Якутии. На днях сборная команда Улуса начала сбор по волейболу, сидя и голболу. Сбор проходит в многофункциональном адаптивном спортивном зале в селе Бетюнцы. Здесь на месте проживают и тренируются около 50 спортсменов. Сами сборы пройдут до 28 мая. В июне также планируется еще один подобный сбор. Адаптивный зал имени Владимира Неверова является единственным специализированным адаптивным спортивным залом в республике. Поэтому здесь проводят сборы и другие районы. Соревнования пройдут в 3 наслегах – Амгинском, Чапчелганском и Бетюнском. Все участники вида спорта будут размещаться в одном здании, рядом со спортивным залом, где будут проходить соревнования. У нас проходят сборы по адаптивным видам спорта, по этим видам, как голбол и волейбол сидя. У нас в республике единственный зал, адаптивный зал, именно по адаптивным видам спорта, поэтому у нас удобно заниматься. И проводится в этом году адаптивная спартакиада, поэтому в рамках этого проводятся сборы. Ну, другие улусы тоже приходят по настольному теннису и по другим видам. И по легкой атлетике вот сейчас уже выходим на улицы и тоже будем готовиться к играм. Доброе утро, уважаемые телезрители. Мы продолжаем наш эфир, программа «Утро Якутии». И перед новостями мы остановились на такой теме, как социальный контракт. Напомню, что с 2019 года социальный контракт заключили порядка 20 тысяч малоимущих семей. Данная мера господдержки реализуется в рамках национального проекта «Демография». Ну и, соответственно, кто может подать заявку на социальный контракт, на какие цели его применить, мы уже говорили до новостей. С нашим гостем, аналитиком Центра «Мои документы» Иванной Корякиной. Ну, Иванна, давайте мы сейчас, наверное, подытожим, да, вот в целом, вот, простыми словами, что такое социальный контракт? Ну, это как договоренность, можно сказать, да, простыми словами, между именно органами социальной защиты населения, территориальными, да, это просто заявление подается именно по месту фактического проживания. Пример, если гражданин прописан, скажем, в Намском улусе, да, проживает в городе Якутске, он заявление на соцконтракт подает именно в городе Якутске. То есть не обязательно не по прописке, да. Вот. И по контракту, вот по направлению, которое я уже ранее рассказывала, да, вот гражданин выбирает, что ему подходит. И по заключению в течение 30 календарных дней ему оказывается вот данная услуга. И, конечно же, как я уже ранее тоже повторила, да, то, что это сопровождается именно. То есть это не просто вот как заключили, потом денежки получили, скажем, да, это именно преодоление, вот, допустим, трудножизненной ситуации, которая вот была, либо поиск работы, то есть это происходит несколько этапов также. Также нужны документы, у каждого перечень документов, размеры выплат, да, условия по контракту у всех, конечно же, разные по направлению. Поэтому как бы все вот так вот не расскажешь, скажем так. Но в любом случае, кстати, вот, например, может ли человек, который заключил социальный контракт, например, открыть свое дело, да? Да, вот осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности тоже туда входит. Гражданин должен написать, скажем, составить бизнес-план, да, это как целевое именно, скажем, финансирование будет, да, там до 30-50 тысяч рублей, так что, но потом гражданин должен, конечно же, отчитаться, скажем так, либо открытие дела, либо там самозанятый, допустим, быть, вот, по бизнес-плану в общем. Ну, я думаю, что действительно очень много направлений у социального контракта. Вот в рамках эфира очень сложно это все как бы рассказать. А где можно поподробнее ознакомиться с информацией и куда обращаться? За консультацией можно обратиться в любое отделение Центра «Мои документы», также на сайте mfcsakha.ru, там вкладка «Услуги», тоже все очень подробно описано. И хочу также, конечно, сказать, что заявление можно подать, не выходя из дома, совсем удобно, через портал госуслуги.ру и заключить контракт электронно.
Отлично. Ну, я думаю, это хорошая новость, друзья. Поэтому, если вы относитесь, да, то есть чувствуете, что вы можете заключить социальный контракт, то обращайтесь в центр «Мои документы», либо через портал госуслуги. Ну, а мы поблагодарим Иванну Корякину, аналитика центра «Мои документы». Большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Ну а сейчас настала пора разыграть нам билет на выставку знаменитого русского пейзажиста Ивана Шишкина. Билет находится у меня вот здесь в студии, он на одного человека, но выставка проходит в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия. Напомним, что выставка открылась 6 апреля и звучит таким образом: Иван Шишкин, живопись и графика. В экспозиции представлены подлинные произведения знаменитого русского пейзажиста из собрания Государственного музея изобразительных искусств Татарстана. Проект приурочен к 95-летию Национального художественного музея Якутии. И сегодня у вас есть шанс выиграть билет на эту экспозицию и познакомиться с его работами лично. И чтобы стать обладателем этого билета, вам необходимо быть подписанным на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Если сейчас вы еще не подписаны, то открывайте телеграм, набирайте в поиске «Утро Якутии», подписывайтесь. И буквально вот сейчас, пока я говорю вот эти слова, данный вопрос у нас продублируется в телеграм-канале. Вам нужно правильно ответить на вопрос, который сейчас озвучу, и он будет также продублирован, как я уже отметил. Итак, вопрос звучит таким образом. Все знают великого живописца Ивана Ивановича Шишкина как непревзойденного мастера эпического русского пейзажа. Но мало кому известно, что художник был одним из лучших граверов своего времени. В какой графической технике выполнены лучшие работы художника? Еще раз повторю вопрос. В какой графической технике выполнены лучшие работы художника? Ответы оставляйте именно в нашем посту на телеграм-канале. Ну и, конечно, для простоты на ваших экранах находится QR-код, по которому можно напрямую перейти в наш телеграм-канал. Участвуйте, ну и в конце эфира мы объявим победителя и, конечно же, поздравим. Напоминаю, что билет в Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия на одну персону. И я думаю, что это будет замечательный подарок на сегодняшнее утро. Ну а что вы делаете, когда бывают перебои со связью? Помните, совсем недавно из-за аварии на магистральной линии на некоторое время пропадала мобильная связь, интернет, и все мы почувствовали себя заложниками такой вот ситуации. Представьте водителей и пассажиров на трассе, где нет связи на протяжении многих десятков, а то и сотен километров, особенно зимой, если машина сломалась или, не дай бог, попала в ДТП. А таких участков на дорогах Якутии, к сожалению, немало. Наша съемочная группа по пути в командировку в город Алдан на федеральной трассе Лена оценила масштабы проблемы.
После села Качикацы связи на трассе до Томмота практически нет, и она появляется местами и только в населенных пунктах, которых до Алдана единицы. Ильдус Камалов, владелец придорожного кафе, второй год после того, как отключили здесь мобильную связь, торгует своими популярными чебуреками только за наличный расчет. Конечно же, это сказывается на выручке. Ну, многие уходят, потому что нечем платить, голодные едут дальше, как еще ходит. И это рассчитываться довольно, наверное, тяжело, да? Конечно, люди. Сейчас же люди, особенно вот с России, которые едут, они вообще приучены за карточкам. Конечно, нужна связь. Особенно зимой. Летом-то ладно, сломался человек, еще не замерзнет, а зимой. Те, кто ездит по трассе Лена, испытывают сложности не только в зимнее время. Я по этой дороге езжу уже около 20 лет. Дорога за это время изменилась в лучшую сторону. Дорога стала проще, легче намного. Но вот уже второй год нету связи по трассе нигде. То есть связь есть только в населенных пунктах. Между населенными пунктами расстояние достаточно большое. И бывает, что нет возможности позвонить. Хотелось бы, конечно, чтобы связь была по всей трассе. Особенно вот в такое время года, когда вот переправы закрыты, машин очень мало, иногда можно целый день кого-то ждать, чтобы хотя бы как-то передать какое-то сообщение. Единственное средство связи, когда едешь из Якутска в Алдан, установлен здесь в придорожном кафе села Улу. Давайте проверим, работает ли он. Я вот звоню с таксофона бесплатного. Как слышно меня? Ну хорошо, спасибо большое. До свидания. Вот, как видим, таксофон работает. Таксофон бесплатный, но он стационарный, и проблему отсутствия связи на трассе вряд ли решает. Хотя именно благодаря ему однажды удалось спасти жизнь водителю, попавшему в ДТП. И человек очень сильно обгорел. Вот он у меня лежал здесь, в монтажке. И поэтому и он сильно обгорел, там 70% ожога. И пришлось там и таблетки давали туда-сюда, и, ну как сказать, да, и ждали, ну представляете, это с Алдана. Не с Томмота, а с Алдана. С Алдана они ехали, ну, практически почти 4 часа, больше даже. Ну, спасли, дал Бог ему жизни. Федеральная автомобильная дорога Лена протяженностью более 1130 километров охвачена сетями сотовой связи чуть более чем на 50%. И самые протяженные участки без сигнала приходятся именно на Южную Якутию. Сотовым операторам нерентабельно вкладываться в малонаселенные участки трассы, а у государства нет средств на эти цели. Как сообщили в региональном министерстве связи, в ближайшие 2 года обеспечение сотовой связью УФА от Лена не планируется. Туяра Филиппова, Ринат Нахиев, Якутск, Томмот, Алданский район. Действительно, проблема отсутствия в некоторых участках связи на трассах, да, Якутии, на республике достаточно актуальная, но здесь, конечно, большая ответственность ложится на водителей, на взаимопомощь. То есть, например, если нет на участке связи, машина сломалась, то останавливается автомобиль. Равнодушных водителей, слава богу, в нашей республике очень мало. Ну и, конечно, передается либо записка, либо информация, которую водитель, который следует до населенного определенного пункта, уже может передать родственникам или знакомым того водителя, который попал в сложную ситуацию. Но также по трассе, по федеральным трассам, конечно, в город Якутск в том числе поставляются различные овощи, фрукты, продукты питания. И вот, например, в России рассматривают признание бананов социально значимым продуктом для отмены пошлин. Об этом сообщают федеральные интернет-издания. Министерству экономического развития России поручено проработать вопрос о возможности отнесения бананов в категории социально значимых товаров. Такое решение принято по результатам совещания правительственной комиссии по экономическому развитию. Как пишут «Известия» со ссылкой на протокол комиссии, в документе также предлагается временно обнулить ставку таможенной пошлины на бананы, которая в настоящее время находится на уровне 4%, но не менее 0,15 евро за 1 килограмм. Отмечается, что в последние годы импорт этого вида плодов в России сохраняется на уровне 1,5
2,3–1,5 миллиона тонн в год. Одним из самых крупных поставщиков бананов в Российскую Федерацию является Эквадор. Однако в прошлом году его отгрузки снизились, а стоимость продукта в рознице поднялась. Май – это пора пикников и выездов на природу. Шашлыки и другая тяжелая пища могут не лучшим образом сказаться на самочувствии, а порой даже испортить приятный отдых. Как питаться правильно на природе, чтобы не навредить своему организму и настроению, мы расскажем далее. Доброе утро! Ваш пикник может быстро закончиться, если заранее не позаботиться о напитках. Лучшим выходом в данной ситуации будет простая или минеральная вода. Если хочется горячих напитков, выручить термос с заваренными кипятком ягодами, лимоном или мятой. От соков, сладких газированных напитков, кваса, энергетических напитков лучше отказаться. Фрукты и овощи способны помочь восстановить водный баланс в жаркий полдень. Преимуществом перед всеми мучными изделиями обладает цельнозерновой хлеб. Приготовьте бутерброды с листьями салата, черри и полноценным белком, яйцо, сыр, тунец или мясо птицы. И вся компания будет в восторге. Для более долгих пикников за пределами города мясо подойдет идеально. Лучшим выбором будет курица или индейка, без видимого жира и кожи. Надо только решить, будете ли вы брать с собой термически обработанный продукт или замаринуете мясо и будете готовить его на природе. Яйца можно нарезать в салат или просто есть в сваренном виде вкрутую. Они станут отличным источником белка на вашем пикнике. Наиболее уместным будут белые сыры, моцарелла, адыгейских. В них содержит наибольшее количество белка при минимальной концентрации соли. Также можно выбрать твердые сорта сыра, например, пармезан, который содержит большое количество кальция и фосфора. Однако, как и любая молочная продукция, сыр нуждается в поддержании низких температур хранения. Позаботьтесь об этом. Большинство десертов содержит огромное количество сахара, что повышает уровень инсулина. Поэтому наилучшим выходом будет замена десертов на фрукты и ягоды. Радуйтесь весне, солнцу и зелени, отдыхайте правильно! Ну и вообще самое главное на шашлыках — это их не пережарить и не высушить, да, то есть главное следить за ними. Но с наступлением теплых дней и бурным цветением деревьев и других растений наступает не лучшая пора для аллергиков. И, как мы знаем, таких среди нас достаточно много. Сейчас мы хотим вам рассказать о знаменитостях, которые, имея у себя возможность лечиться у лучших врачей, все-таки страдают аллергией. И первым нашу строчку открывает Гарик Харламов, у которого, как оказалось, имеется аллергия на яйцо. Знаменитость как-то в одной из своих выпусков вместе с Павлом Волей признался, что у него аллергия на яйцо. Как-то Павел Воля пригласил на свое вечернее шоу пензенского комика и друга Гарика Харламова. Тогда Воля предложил коллеге заняться всем, что так любит бульдог – пошутить и поесть. В специальном конкурсе, где Гарик должен был в качестве наказания отведать необычные блюда, ему попалась клубника с майонезом. «Это ж майонез», с разочарованием констатировал Харламов. Оказалось, что у Харламова аллергия на яйца. Но об этом друг, оказывается, и не знал. Зато теперь все знают. Еще больше расстроился Харламов и поделился печальным опытом. Их добавляют практически во все. Съешь трубочку с кремом, а потом распухаешь. На второй строчке у нас Юлия Хлынина и рыба. Восходящая звезда российского кино и сериалов «Деулянт», «Елизавета», «Лед-2» или «Звоните Ди Каприо», Юлия Хлынина помимо астмы заполучила еще и пищевую аллергию. Перечень запретных продуктов, к сожалению, приходилось выяснять опытным путем. У меня пищевая аллергия, в особенности на рыбу, морепродукты. Я их никогда и не ела. Была отчаянным мясоедом, но лет в 18-20 начала встречать людей, которые аккуратно и неагрессивно рассказывали о вегетарианстве. Питании, поделилась актриса. В итоге Хлынина стала вегетарианкой, но и это не уберегло ее от угрозы гибели в 2018 году, когда предупрежденный о непереносимости Юлии и сои бариста плеснул в кофе соевого молока и отправил актрису в глубокий нокаут.
Далее у нас Дэниел Рэдклифф и Никель. Звезда фильмов о Гарри Поттере прямо на съемочной площадке с удивлением выяснил, что страдает аллергией на никель. Казалось бы, ну где это можно заработать? Не на рудниках же рос англичанин. Но в том-то и коварство аллергии. Оно возникает когда угодно и у кого угодно. Во время работы над первым фильмом про Гарри 12-летний актер вдруг заметил необычные отеки вокруг глаз, там, где обычно носил очки. Сначала подумали, что это след от окуляров, но когда красные пятна и опухлость начали разрастаться, в дело включились врачи. Они-то и выяснили, что виновата оправа очков, покрытая никелем. Словно тяжелый крестраж, очки разрушали здоровье Дэниела, и ему подобрали оправу из гипоаллергенных металлов. Дрю Берримор, чеснок и кофе. Раньше американская актриса страдала редкой формой аллергии. У нее была пищевая непереносимость чеснока. А поскольку это частый компонент в приправах и маринадах, Дрю Берримор приходилось быть очень осторожной. Об этом актриса рассказала еще в 1997 году. С тех пор Берримор, как и многие другие люди с аллергией на продукты, переросла свой недуг. Кроме того, женщина чувствительна к укусам пчел, парфюмерии и кофе. Холли Берри и креветки. Актриса выявила у себя пищевую непереносимость креветок, лобстеров и крабов. Подобные аллергии относятся к одним из сильнейших. Острую реакцию может спровоцировать даже прикосновение к моллюскам или их запах. Холли всегда носит с собой инъектор с адреналином на случай внезапного анафилактического шока. Самое безобидное, что вызывает этот вид аллергии, это тошнота, диспепсия, боли в желудке и сильнейший кашель. Интересно, что аллергия Берри никак не связана с реакцией на рыбу, ведь ее актриса употребляет. Виктория Дайнеко и кошки. Сильнейшая аллергия с раннего детства мучает Викторию. Однажды она провела ночь в обществе кошек, что наутро вызвало воспаленные трещины на губах будущей певицы. Кроме болезненной реакции на шерсть животных, Дайнеко совершенно не переносит пыль и практически все моющие средства. Да, действительно, аллергия – это очень серьезная такая проблема. Ладно, если у вас, например, аллергия на какой-нибудь редкий продукт, например, там, авокадо, да, без которого можно еще обойтись, но вдруг у вас аллергия на гречку, да, или на картофель, ну, также на пыль или пыльцу, то здесь уже, конечно, все гораздо серьезнее. Ну а как обезопасить себя от аллергии, мы расскажем далее в нашей рубрике «Полезные советы». Топ лайфхаков для аллергиков открывает специальные маски для аллергиков и астматиков. Как подчеркнул врач, защитить рот и нос от попадания пыльцы может любая маска, медицинская или тканевая, но подобная более комфортна в использовании, так как она снабжена клапаном. Глаза также нуждаются в особом внимании в период цветения. Аллергикам рекомендуют носить солнцезащитные очки, либо обычные без диоптрий. Одним словом, необходимо перекрыть доступ пыльцы к слизистой глаз. Следующий лайфхак на время обострения аллергии – отдать предпочтение закрытой одежде и головному убору. Одежда из легких дышащих материалов, закрывающая руки и ноги. Открытые участки тела стоит минимизировать для избежания зуда. Как подчеркивают врачи-иммунологи, пыльца, попавшая на тело, начинает оказывать свое вредное воздействие через 10-15 минут после контакта. Для того, чтобы минимизировать последствия пребывания на улице, желательно в 4-5 раз в течение часа минут заходить в помещение, умывать лицо от пыльцы, промывать нос солевым раствором. Для того, чтобы превратить ваш дом в укрытие от цветущих цветов и деревьев, в окна следует занавесить марлей. Кроме того, влажная уборка должна стать вашей ежедневной практикой на время обострения аллергических реакций. Используйте воду и по необходимости натуральные чистящие средства – соду, горчицу и уксус, но никакой бытовой химии. Настоящим спасением для аллергиков может стать воздухоочиститель с функцией увлажнения воздуха. Благодаря прибору в доме можно создать идеальный микроклимат, в котором не будет никаких внешних раздражителей, провоцирующих кашель или зуд. Облегчить аллергические симптомы может обильное питье. Чистая вода вымывает аллергены из организма и возвращает потраченные на борьбу с ним силы. В республике проходит декада по раннему выявлению артериальной гипертонии. Врачи призывают якутян пройти диспансеризацию и посетить центры здоровья.
В рамках декады по раннему выявлению артериальной гипертонии жители Якутии смогут пройти комплексное обследование в доврачебных кабинетах всех поликлиник республики. И говоря об этой проблеме, мы сегодня в гости к нам в студию позвали врача-кардиолога Якутской республиканской клинической больницы Петра Васильева. Петр Егорович, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что такое гипертония и кто может страдать от этого недуга? Ну, гипертония – это хроническое заболевание, которое обусловлено стойким повышением артериального давления. И в основном страдают более такие возрастные люди старшего поколения. Но в последнее время и молодые тоже начинают. А в целом лечится ли гипертония? Можно ли от нее избавиться? Ну, совсем избавиться от него нельзя, но можно его контролировать. А какими способами? Ну, контролируется это наблюдение, во-первых, за собой, плюс уменьшить факторы риска этого заболевания, ну и прием лекарственных препаратов. А какие существуют факторы риска вот для гипертоников? Как вообще можно, или можно ли, например, человек не знает, что у него гипертония, но вот он как-то делает какие-то действия, которые у него вызывают данный недуг? Да, можно. При гипертонии факторами риска является это в основном образ жизни. Это гиподинамия, то есть когда человек малоподвижным образом проживает. При этом, еще что? Курение, алкоголь, питание. То есть вообще если контролировать все вот эти вот факторы риска, то можно контролировать и давление. Ну и плюс стресс. А как узнать или определить, что, например, человек является гипертоником? Это определить довольно-таки просто. Для этого надо иметь или тонометр для определения давления, замерять его в состоянии покоя, то есть утром, вечером, в одно и то же время, когда человек абсолютно спокоен, садится и при этом замеряет давление. Если у него неоднократно показывает повышенное давление, то это уже является признаком гипертонии. То есть если на протяжении определенного времени, Да. длительного времени повышенное давление, то уже нужно обратить на это внимание. Да. Но в целом в качестве таких юморных картинок в интернете часто бывает подарок на день рождения после 30 лет, да, и там тонометр лежит, да. Есть какой-то определенный возраст, после которого уже, прям действительно нужно приобрести тонометр и следить за давлением. Ну, вообще, конечно, страдают в основном мужчины старше 55 лет, а женщины старше 65 лет. Но в последнее время, учитывая образ жизни наших граждан, этот возраст уже молодеет. Вы, кстати, отметили, что уже у молодежи, появляется? Да, у молодежи уже появляется. С чем это связано? Все-таки с малоподвижным образом жизни или с питанием? Ну и все вот это вместе, и питание, и малоподвижный образ жизни. Но в целом молодежь не должна страдать этой болезнью, да? Да, не должна. Они не должны быть гипертониками. Что категорически запрещено, или вообще, как сказать, запрещено, во-первых, гипертоникам, а, соответственно, что будет запрещено гипертоникам, то и можно использовать в целях профилактики. Ну да. Основные какие-то моменты. Основные это что? Это курение, то есть избавиться от курения, алкоголизм, то есть не перебарщивать с этим. Плюс питание, питаться более здоровой пищей. Ну и что еще можно сказать? Более такое спокойствие, потому что основным все-таки предрасполагающим является стресс, нервозность. Можно, наверное, такая закономерность, скорее всего, если человек курит, это, соответственно, сужение сосудов, в головном мозге. Алкоголь в больших количествах, это, расширяет сосуды, но затем затем он все-таки идет сужение, он влияет на печень, то есть уже функции печени начинают страдать, почки начинают страдать.
Ну и за сами сосуды то же самое. Мгм. Что касается погодных условий, да, то есть мы часто слышим, что вот давление скачет из-за погоды, скорее всего, будет скоро снег или наоборот скоро потеплеет, да, так Да. часто мы слышим. Вот магнитные бури, северное сияние, дождь, снег. Почему это происходит с гипертониками? Потому что при понижении давления, например, начинает расширяться сосуды в легких и начинает как бы наступает гипоксия для организма, то есть недостаток кислорода. При повышении давления тоже сердце в основном в первую очередь страдает, он не успевает перестраиваться и поэтому суживаются сосуды и как бы тоже влияет на повышение давления. Мгм. Магнитные бури — это больше как такое электромагнитное все-таки, да, и как-то оно не связано с давлением, но в целом все равно оно влияет на нас. Вот, по-моему, недавно была большая солнечная буря, да, в том числе. Да. Вот, отмечается ли вот вы как врач, например, не видели вот эту вот связь между магнитными Ну, бурями такую и... связь мы постоянно видим. Постоянно? Постоянно видим. Очень интересно. Когда вот давление повышается или вот погода нестабильная, перед грозой, перед этим, да, больные начинают больше повышаться у них давление. Мгм. Но в целом мы перечислили как бы запрет, да, запрещено, что нежелательно употреблять гипертоников, ну, в том числе кофе, например, да. А есть ли какие-то продукты, вот, какой-то режим питания, который, наоборот, снижает вот этот риск заболевания гипертонией? Ну, как бы таким является больше фрукты, овощи, плюс как бы ограничить питание соли в эти моменты, потому что соль тоже предрасполагает к повышению давления. В основном так. То есть в основном те продукты, которые меньше всего как-то меньше влияют на наш организм. То есть Да. чем меньше влияний на организм для гипертоника, тем как бы лучше. Ну да. Получается так. Ну, может быть, ваши пожелания нашим телезрителям в целом? Ну, в целом пожелания какие? Пожелания избавиться от плохого и следить за своим здоровьем. Бросить вредные привычки. Да. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях был врач-кардиолог Якутской республиканской клинической больницы Петр Васильев. Петр, большое спасибо вам. Желаем доброе утро. Ну и, конечно, доброе утро желаем нашим телезрителям. Следите за нашими эфирами и, конечно же, следуйте нашим советам. Ну а далее мы прервемся на блок новостей. Передаем слово нашим коллегам. Доброе утро, сейчас новостной блок. Ежегодно инспекторы Россельхознадзора совместно с сотрудниками МЧС проводят обследование использования земель сельхозназначения. В республике 19 миллионов гектаров предназначены для сельского хозяйства. Из них 1 миллион 600 – это пашни сельхозугодия. Госинспекторы в ходе контрольно-надзорных мероприятий применяют беспилотные аппараты для фото- и видеофиксации, а также GPS-навигаторы. Согласно статье 42 Земельного кодекса, собственники и те, кто арендует территории, не должны допускать загрязнения, деградацию и негативное воздействие на землю и почву. Каждый год они обязаны очищать и использовать участок только по назначению, так как из-за заросших древесных кустарниковых растений есть большая вероятность возникновения лесного пожара. Выявляем именно земельные участки, которые не используются, и заросли древесно-кустарниковой растительности и сорной растительности. Да? С начала мая около 30 выездных обследований сделано на площади 1700 гектаров. В результате на 498 гектаров выявлено нарушение. С 22 мая в Якутске проходит образовательная программа для народных мастеров Якутии. На мероприятии в течение 5 дней у начинающих предпринимателей или у тех, кто только собирается открыть свое дело, проводятся различные мастер-классы по грамотному ведению предпринимательской деятельности. Завершением 5-го заключительного дня образовательной программы станет подведение итогов конкурса бизнес-проектов. В рамках программы все участники получают сертификаты о прохождении, а победитель – грант для развития бизнеса, который будет вручен как в последний день мероприятия.
мероприятия. Всего участие принимают 24 мастера не только из Якутска, но и из других районов республики. Мы для них ведем обширную образовательную программу в течение 5 дней. Они будут получать весь объем знаний, которым располагают наши тренеры корпорации малого и среднего предпринимательства. Ну и в конечном итоге они должны сами разработать свои проекты. Если даже это действующий предприниматель, он должен пересмотреть какие-то свои плановые показатели с учетом полученных знаний. И в конце недели, в конце образовательного проекта они защитят свои проекты. В этой жизни можно смотреть вечно на 3 вещи. Как звезды падают ночью, как плывет рыба в аквариуме, как забавно ползет черепаха. Сегодня во всем мире отмечают День черепах, животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Данный вид питомцев разводят дети школьного возраста. Также черепахи требуют особого ухода за собой. Поэтому школьники, ухаживающие за редкими питомцами, на кружке Мюрюнской станции юных натуралистов Усть-Алданского района знают про черепах практически все. Она питается в основном овощами, фруктами, а еще там травами и одуванчиками. Ну вот свежая трава будет, и они ее будут кушать. Еще можно капустой, но не рекомендуется так много. Чаще песинской, но не очень много раз. Они в основном любят зеленый салат. Вот это вот им любимое, можно кушать. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Но в завершении нашего эфира мы хотим сообщить, что эссе «Халанхо» 2023 года состоится в начале июля, а городской эссе Туймады запланирован на 24-25 июня. Продолжая эту тему, мы хотим вам показать сюжет наших коллег из Аймиконского улуса, где уже вовсю идет подготовка к празднику лета, который пройдет в этом году в селе Тамтор Аймиконского улуса. Слово нашим коллегам. В селе Тирють Аймиконского района проживает всего 376 человек. Все женщины-мастерицы заняты нынче одним общим делом – готовят аксессуары к эссе Халанхо. Группа из 6 женщин изготавливает сувениры. Все материалы здесь у нас имеются, и мы планируем где-то через 2 или полторы недели все закончить. До конца июня нужно сшить и украсить праздничные костюмы. Всем хочется участвовать в празднике. Одни шьют, другие делают из бисера украшения. Девочки-школьницы помогают нам в украшении северных костюмов. Делают заготовки из бисера. Основным украшением любого праздника является солома. Даже ее изготовление, готово почти 1000 метров, создает праздничное настроение. Это обрядовая солома. Мы сейчас делаем уже саму солому. До этого мы подготовили пеструю веревку. То есть это изготавливается из конского волоса, черного и белого. Мы берем цвета соломы, ленточек, вернее, для соломы, по расцветке брендбука. Желтый, зеленый, белый, синий, оранжевый и голубой. Обязательно после всех расцветок брендбука завязывается туесочек. Помимо этого, тюркский наслег подготовил, так же, как и все другие наслега, свою часть сидушек якутских, олбов, желто-зеленая расцветка, украсили зал. Хозяева ждут гостей и, завязывая ленточки праздничной соломы, загадывают добрые желания. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Надежда Босикова, Аймиконский район. Друзья, ну а сейчас мы в начале нашего эфира анонсировали и начали розыгрыши билета на выставку знаменитого русского пейзажиста Ивана Шишкина, которая проходит в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия. Напомним, что выставка открылась 6 апреля. Называется она «Иван Шишкин. Живопись и графика». В экспозиции представлены подлинные произведения знаменитого русского пейзажиста из собрания Государственного музея изобразительных искусств Татарстана.
Проект приурочен к 95-летию Национального художественного музея Якутии. Сегодня, соответственно, у нас уже определилась победитель, если быть точнее, победительница. Мы в нашем телеграм-канале проводили этот розыгрыш. И вопрос был следующим. Нужно было дать ответ на такой вопрос. В какой графической технике выполнены лучшие работы художника Ивана Ивановича Шишкина? Правильный ответ в телеграм-канале «Утро Якутии» дала Екатерина Павлова. Соответственно, она стала обладательницей билета на выставку. Ну и вот он у меня в руках. Обязательно мы сегодня свяжемся с Екатериной и передадим этот билет на нашу замечательную выставку. Ну, а ответ звучит таким образом. Графическая техника, в которой выполнены лучшие работы художника, называется афорт. Еще раз Екатерину поздравляем с правильным ответом. Ну и, конечно, приглашаем наших зрителей посетить эту замечательную эксклюзивную выставку. Вот. Ну, соответственно, сейчас многие из вас уже готовы выйти на работу. Буквально уже все, я думаю, позавтракали. И самое время рассказать про погоду за окном. Давайте еще раз ее повторим. По данным Управления гидрометцентра, в центральных районах республики температура воздуха была -2, +4, в заречной группе +1, +5, в южных +1, +3, в Вилюйской группе районов +1, +6, в Нижнеленских +4, в западных 0, +5, в Колымбо-Дигирской группе улусов -1, +12, в Янских от -8 до 2 градусов тепла. На северо-западе республики -9, +1. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была +1 градус, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня без осадков, ветер восточный 3,8 метров в секунду, температура +12, +14. Ну что, мы желаем вам отличного настроения, хорошего начала утра и до завтра.